Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Новый объект стоимостью 1,5 миллиарда рублей. В Инте будет построена газовая водогрейная котельная взамен угольной ТЭЦ. Интинцы собирают адресные посылки для бойцов именной роты Республики Коми. В зону специальной военной операции отправлено несколько коробок гуманитарного груза. Праздничная иллюминация привлекает вандалов. Не успели горожане полюбоваться новогодней красотой, как ее уже начали портить. Торжественность, изысканность и элегантность. Для дам и кавалеров прошел Его Величество бал. В следующем году в Инте будет построена новая газовая водогрейная котельная, которая повысит надежность теплоснабжения города, улучшит экологическую обстановку в округе и обеспечит подачу потребителям горячего водоснабжения надлежащего качества. Директор Коми филиала Т+, Сергей Добров лично следит за ходом строительства теплоэлектростанции и регулярно посещает Приполярье. На территории Интинской ТЭЦ развернулась масштабная стройка. Часть складских помещений, гаражей, ангаров уже снесена. Специалисты демонтируют здания и сооружения, расчищая земельные площади под строительство новой котельной. Коммуникации выносятся с территории будущей застройки. Разработана и согласована необходимая документация. В стадии завершения последний этап прохождения экспертизы. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Направляются в администрацию, в адрес администрации документы для проведения общественных обсуждений, обоснования влияния на окружающую среду новой котельной, после чего, так как это арктический регион, по требованиям нормативной документации мы пройдем экологическую экспертизу и получим уже разрешение для строительства, для проведения уже непосредственно строительных работ. До того момента будем подводить временные коммуникации на время строительства, выносить какие-то существующие из пятна застройки и получать, вести мониторинг рынка по материалам, которые будут использоваться в будущем строительстве. Новый объект обеспечит надежность теплоснабжения Интинского теплового узла за счет современного оборудования с высоким уровнем автоматизации и использования газа в качестве топлива. Снизится негативное воздействие на экологию от сжигания угля. За счет использования газа многократно сократятся выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Внедрение современной водоподготовительной установки с ультрафильтрацией позволит решить вопрос с качеством горячей воды в Инте. Конечно, газовая котельная необходима. Проблема началась еще с того, когда закрылась последняя шахта. На сегодняшний день ТЭЦ у нас работает на угле, и уголь везут из Хакасии. Что касается воды, в новой котельной сразу будет предусмотрена водоподготовка, то есть вода будет уже питьевого качества подаваться жителям. Жители очень ждут, поэтому мы надеемся, что строительство объявят, уже объявили, материал уже завозят, оборудование приходит. То есть 2023 год – это год, когда строительство будет начато, и очень надеемся, что завершено. Проект строительства новой газовой котельной в Инте реализуется ПАО «Т+» при поддержке правительства Республики Коми и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это крупный и дорогостоящий проект, который реализуется в рамках масштабной программы Т+, по газификации энергетики северных городов Республики Коми. Для нашего филиала это самый крупный инвестиционный проект следующего года. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Плюс 500 миллионов с лишним – это привлечение федеральных денег. Поэтому мы думаем, что этот проект для Инты будет главным событием и 2023 года и с точки зрения качества теплоснабжения, и с точки зрения качества горячей воды в том числе. Потому что в проект включает в себя современную химводоочистку, мембранные технологии, ультрафильтрацию, обратный осмос. То есть все, что на сегодняшний день предусмотрено в химводоподготовке, оно будет все реализовано. И, естественно, это экологическая составляющая, которая для города Инты не так маловажна. Мы в прошлом году завершили проекты в Воркуте, и на сегодняшний день Воркута – это похоже уже на полярный город, который с чистым снегом. Надеемся, что Инта получит тоже такой же чистый снег.
Строительство котельной синхронизировано со сроками реализации мероприятий ПАО «Газпром» по подводу газа к площадке Интинская ТЭЦ. До конца января специалисты планируют завершить проведение всех демонтажных работ. Параллельно осуществляется закупка и поставка оборудования. Уже получены 4 стальных вертикальных резервуара для хранения дизельного топлива объемом 1200 кубических метров каждый и 2 топочных блока для котла. На днях ожидается поставка еще 14 блоков, по 4 на каждый котел. Всего на новой газовой котельной будет 4 котла мощностью 160 гигакалорий в час. Также в объем поставки котельного оборудования входят площадки обслуживания, все опорные конструкции, трубопроводная обвязка, горелка для работы как на газу, так и на дизельном топливе. Все необходимые контрольно-измерительные приборы, системы безопасности и весь объем автоматизации с выводом показателей работы котла на рабочее место оператора и с возможностью автоматического управления котлом. Строительство газовой водогрейной котельной планируют завершить в следующем году. Это комплексный проект, который реализуется Минэнерго России, правительством Республики Коми, компаниями «Газпром» и Т+. После ввода в эксплуатацию нового объекта устаревшая угольная ТЭЦ будет демонтирована. Насколько успешно в Инте реализуется проект по формированию комфортной городской среды? Какие общественные территории и дворы благоустроены и что планируется сделать в следующем году? Эти и другие вопросы обсудили члены общественного совета на очередном заседании комиссии. 20 декабря в администрации округа прошло последнее в этом году заседание общественной комиссии проекта формирования комфортной городской среды. На нем были подведены итоги реализации приоритетного проекта в 2022 году. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье. Городская среда» в 2022 году в бюджете муниципального образования городского округа Инта предусмотрено более 23 миллионов рублей. Были выполнены работы по благоустройству 2 дворовых территорий, улица Воркутинская, дом 12, и улица Мира, дом 33 с прилегающими территориями. Работы по благоустройству общественной территории выполнялись в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнения работ по благоустройству общественной территории, асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуара на улице Куратова. Было 2 контракта, у нас один на 1 890 000 и на 11 594 668 рублей. В рамках выполнения работ по благоустройству тротуаров по улице Куратова подрядная организация свои обязательства выполнила не в полном объеме. В связи с чем комиссией было принято решение о расторжении контракта. Работы были оплачены частично и образовалась экономия около 3 300 000 рублей. Эти денежные средства были направлены на ремонт уличного освещения и установку урн вдоль проезжей части по улице Куратова. Следующий вопрос, который обсудили члены комиссии – благоустройство общественных территорий на следующий год. На сегодняшний день на территории МОГУ-ИНТА в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье. Городская среда» реализуется муниципальная программа МОГУ-ИНТА формирования современной городской среды, на реализацию которой в 2023 году направлено более 32 миллионов рублей. Федеральные средства – это средства федерального бюджета 15 316 800 рублей, республиканского бюджета 13 755 300 рублей и местного бюджета 3 230 200 рублей. Напоминаю, что по итогам онлайн-голосования в 2022 году в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды жителями города выбрана общественная территория, которая будет благоустроена в 2023 году. Это территория между БО СОШ-8 и магазином «Адак» по улице Воркутинская. Помимо общественной территории, в следующем году запланировано благоустройство 3 дворовых территорий по адресам: улица Куратова, дом 24, улица Мира, дом 13 и улица Бабушкина, дом 3. Также присутствующие заслушали предложение, поступившее от депутата городского совета Андрея Зеркова, о внесении в перечень объектов благоустройства новых территорий. В 2022 году в администрацию МОГУ-ИНТА обратился генеральный директор ООО «Эдельвейс» А.А. Зерков с предложением внести в перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального городского округа Инта, нуждающихся в благоустройстве территории, прилегающих к магазинам «Детский мир» по улице Куратова, дом 50А, мотивируя тем, что частично разрушено асфальтовое покрытие, образовались ямы, не обустроена парковка, что мешает безопасному движению автомобилей и пешеходов. В связи с высокой стоимостью работ по благоустройству данной территории решить вопрос благоустройства силами ООО «Эдельвейс» не представляется возможным. Денежных средств, поступающих от арендаторов, едва хватает на первоочередные платежи, налоги, зарплата, кредиторская задолженность, текущий ремонт.
Дополнительно информирую, что здание магазина «Детский мир» по улице Куратова, дом 50А в частной собственности. Предлагаю рассмотреть вопрос внесения территорий, прилегающих к магазину «Детский мир» по улице Куратова, дом 50А в перечень общественных территорий, расположенных на территории МУГО-НТА, нуждающихся в благоустройстве. Прошу проголосовать. После небольших прений комиссия поддержала данное предложение. Территория будет включена в перечень объектов благоустройства на 2024 год. Интинцы принимают активное участие в благотворительной акции по сбору и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Жители округа продолжают собирать все самое необходимое, что может пригодиться бойцам из Республики Коми и Инты. В конце прошлой недели в ДСАФ была сформирована очередная партия гуманитарного груза для мобилизованных интинцев, участвующих в специальной военной операции. Для того, чтобы помочь нашим мужчинам, воюющим на спецоперации, жители Инты приносят вещи, что-то из съестного, и мы все это отправляем. Отправляем это примерно 2 раза в месяц. Каждая отправка около 100 килограмм, то есть вот было 3 отправки, получается, что около 300 килограмм отправили. Сейчас готовятся 2 отправки, они все разнообразные по содержанию. Каким-то отправкам есть требования, каким-то нет требований. Сейчас ближайшая отправка у нас через Ухту. Ухтинские волонтеры подхватывают наши коробки и вместе со своим грузом отправляют на границу к Белгороду. Там волонтеры перехватывают дальше и уже распределяют по частям. Попадает интинцам, попадают в другие регионы. Мы рады, что любому солдату это окажет помощь, содействие. Наши открытки расходятся по всей России. Мы очень благодарны всем людям, кто участвует в передаче, приносят вещи, передаче наших посылок. Большую помощь в формировании посылок, их комплектовании, упаковке и отправке Интинской ДСАФ оказывают волонтеры и добровольцы, люди, которые хотят и могут оказать посильную поддержку. Союз женщин Республики Коми присоединился к волонтерской деятельности с первых дней специальной военной операции. Мы, Союз женщин города Инты, присоединились недавно к этой акции. Мы сейчас оказываем волонтерскую помощь, помогаем собирать посылки для наших бойцов. Сами лично мы, каждая из нас, оказали материальную помощь нашим бойцам. На сегодняшний день мы формируем посылочки, которые, надеемся, к Новому году поступят в воинские части, и наши ребята порадуются и увидят теплоту нашей души и рук. Представители Союза женщин Инты присоединились к помощи. Волонтеры не только помогли подготовить к отправке очередную партию груза, но и сформировали 5 посылок для наших защитников, которые ими лично будут отправлены по почте в именную роту Республики Коми. Посылки укомплектовали теплыми вещами, предметами гигиены, медикаментами первой необходимости, перевязочными средствами и продуктами питания. Также в каждую посылку положены письма от детей с поздравлениями с Новым годом и добрыми пожеланиями. В каждой посылке стараемся класть лекарства, теплую одежду, витамины, консервы, тушенка, сгущенка. И надеемся, что к Новому году это принесет для них радость, и бойцы, когда получат, и душу согреет, и тело согреет. В формировании груза участвуют как предприятия и организации муниципалитета, так и образовательные учреждения города, ребята из воскресной школы и простые жители Инты. Любой желающий может передать в пункт сбора помощи то, что считает необходимым для отправки солдатам. Подключился весь город, организаций очень много, что даже перечислять сложно. Общеобразовательные школы пишут письма, делают подделки. Мы обязательно каждому бойцу, который уходит из Инты, передаем эту подделочку в рюкзачок, чтобы она лежала где-то под рукой. А также отправляем их в отправках на фронт. Естественно, наши дети очень рады, и письма душевные. Получаем из
наших сел и поселков, и деревень. А вот сегодня из Одевового мы получили большую посылку. Распределим это и отправим дальше. Хочется большое сказать спасибо вот всем подключившимся. Приходят неоднократно пожилые люди, которые хотят помочь, готовы чем угодно, словом добрым, приносят крестики, приносят иконы. Я думаю, что все это принесет только пользу. В Инте работа по сбору и адресной отправке всего необходимого для мобилизованных будет продолжена. Напомним, пункт сбора помощи размещается на базе Интинской ДСААФ. Уже несколько лет возле Центра национальных культур обустраивают тематическую новогоднюю зону. В этом году сотрудники культурного учреждения дополнили фигуры новой световой инсталляцией. Но порадовала горожан она недолго. Вандалы порезали гирлянды и испортили чум. На торце здания Центра национальных культур размещено 2 видеокамеры. Но, к сожалению, угол их обзора не захватывает всю территорию площадки. Виновных происшествий пока не удалось найти. Теперь центр световой инсталляции пуст. К каждому Новому году стараемся украсить, создать праздничное настроение. Спасают, вот спасибо световым фигурам наш. В этом году мы хотели сделать что-то новое, привнести какой-то национальный колорит. Но вот простояв 2 недели чум, его нам испортили. О том, что случилось, сотрудники ЦНК узнали только в первый рабочий день недели. С тяжелым сердцем им пришлось демонтировать чум и часть гирлянд. Теперь здесь свободное место, которое сразу бросается в глаза. В понедельник утром мы пришли на работу, и водитель сказал, что наши гирлянды, которые украшали наш чум, были порезаны. Мы подошли посмотреть. Они были выдернуты из адаптеров провода, и гирлянды порезаны на маленькие кусочки. То есть ту красоту, которую мы создавали с усилиями коллектива Центра национальных культур, кто-то нам ее испортил и порезал все гирлянды. Еще у нас наклонили железный столб, куда идут подключения все провода, тройники у нас идут. То есть очень постарались, чтобы, видимо, праздничное настроение горожан ухудшить, а не улучшить. В планах сотрудников Центра культуры было дальнейшее благоустройство площадки. Они дополнительно закупили гирлянды и планировали достроить инсталляцию чума. Сейчас же у них попросту опустились руки. Смысла что-то делать, если это будет разрушено, говорят культработники. Мы не смогли найти виновников этого происшествия. И очень жалко, и хотелось бы обратиться ко всем горожанам, чтобы они бережно относились к тому труду, что создают интинцы для всех же горожан, чтобы создать праздничное настроение. Сотрудники Центра национальных культур обратились в правоохранительные органы. На данный момент на площадке осталось несколько новогодних светящихся инсталляций, а также фигуры героев известных отечественных мультфильмов. В Коми растет заболеваемость гриппом. Республика приближается к началу полномасштабной эпидемии. По данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости придется на Новый год. За прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа в регионе обратилось около 20 тысяч человек. Действующий эпидемический сезон по гриппу может стать более тяжелым, чем обычно. Риск заболеть есть у всех, кто не успел привиться вовремя. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев сказал, что эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах населения. В регионе зафиксированы первые случаи летального исхода от гриппа AH1N1. Количество смертельных случаев от гриппа в разы больше, чем в прошлом году. Существуют категории граждан с высоким риском получить осложнения от гриппа. Среди них люди пожилого возраста, несвоевременно обратившиеся за медицинской помощью и невакцинированные граждане. Симптомы гриппа и ОРВИ, при которых нужно остаться дома и избегать контактов с людьми. Высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита. Высокая температура может сопровождаться постоянной рвотой, диареей, а также проблемами с дыханием. Скорую медицинскую помощь необходимо вызывать при температуре 38,5 градусов, которая не уменьшается после приема жаропонижающих средств. Проект Центральной библиотеки «У творчества нет возраста» стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик работы со старшим поколением «Долголетие для всех». В проекте партии «Единая Россия. Наш город» представила студия творчества рукодельницы.
Почти 10 лет назад на базе Центральной библиотеки был организован кружок для желающих научиться вязанию, который постепенно перерос в студию творчества рукодельницы. За эти годы более 250 пенсионеров стали настоящими мастерами своего дела. Они вяжут спицами и крючком, вышивают. В Центральной библиотеке большой опыт уже наработан с людьми старшего поколения. Мы постоянно осуществляем какие-то проекты, придумываем творческие программы. И студия рукодельницы у нас создалась в 2014 году. Просто как кружок для вязания. Люди просили, чтобы научили их вязать. Руководитель, вдохновитель кружка – это Наталья Ивановна Лосева. Она сама любительница вязать. И она создала небольшую группу тех людей, которые хотели научиться вязать. В студии рукодельницы общаются и дружат. Вместе изучают схемы по вязанию, делятся жизненным опытом. Обычно встречи проходят за чашкой чая. Рукодельницы устраивают показы своих творческих работ, учатся новым техникам на мастер-классах, участвуют в организации выставок, на которых интинцы могли увидеть их искусство. Их творчество сделало так, что захотелось написать проект. Для чего? Для того, чтобы развить идею клуба дальше. Техники вязания пройдены крючком, спицами и всего остального. И у них появилась идея научиться чему-то новому. Новое – это что? Научиться шить, кроить, научиться ткать. И это вылилось в проект «У творчества нет возраста». Интинский проект заметили и отметили среди других конкурсантов. Он стал победителем регионального этапа, и клубу рукодельницы был выдан сертификат на 10 тысяч рублей. Деньги будут потрачены на приобретение ткацкого станка. Это позволит участницам мастерской освоить новое для себя направление в творчестве. Скорее всего, это будет станок «Забава», а вот где еще не знаю, но я сама его находила, он очень компактный, он настольный, и поэтому очень удобно будет заниматься на занятиях. Рукодельницы создали прекрасный уголок в Центральной библиотеке. Обвязанные стулья, столики в чулочках и тапочках, телефон и другие вещи. Это скромный вклад в интерьер библиотеки. С искренней заботой и желанием мастерицы также участвуют в различных благотворительных и патриотических акциях. Участники студии творчества рукодельницы – это постоянные участники всех библиотечных проектов. Даже если вспомнить последнее наше замечательное такое действие, как Его Величество бал, они тоже там принимали самое активное участие. Все акции Библионочи, они тоже с нами. Они проводят даже сами мастер-классы. И самая значимая в последнее время акция – это акция для помощи мобилизованным нашим солдатам. Они сами синициировали эту акцию, навязали 3 большие коробки носков разных, отнесли сами в ДОСААФ, чтобы эти носки были переданы нашим интинским мобилизованным солдатам. Студия творчества рукодельницы собирается в Центральной библиотеке 2 раза в неделю, в среду и четверг в 16 часов. Всех заинтересовавшихся горожан приглашают в ряды мастериц. Накануне Нового года интинцы окунулись в атмосферу светских мероприятий прошлых столетий и научились танцевать бальные танцы. В Центральной библиотеке прошел Его Величество бал. Интинцы постарались выдержать дресс-код и пришли в нарядных костюмах, пообщались с императором всей Руси Петром Великим, который открыл ассамблею. Первый бал в России состоялся в Москве на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек. Потом о них забыли. Возобновил балы Петр I. И с тех пор они стали любимы, почитаемы не только в столицах, но и в провинциях Российской империи. Прообразом будущих балов стали Петровские ассамблеи, которые представляли собой собрания с танцами. В библиотеке довольно часто проходят творческие вечера. Они очень разные. Это и литературные встречи, и квартирники. Это происходит благодаря тому, что в нашем городе очень много талантливых людей. Все они с удовольствием участвуют в мероприятиях, сотрудничают с нами. И, конечно, всегда хочется немножко разнообразить как-то список проводимых нами мероприятий. И в этом году коллектив библиотеки как-то вот прям единогласно решил, что нужно проводить бал. Однажды мы уже его проводили, и это было действительно интересно. И мы решили попробовать еще раз вернуть, может быть, ввести даже такую традицию. И мы увидели очень хороший отклик в соцсетях от интинцев. К нам присоединились наши друзья, спортивный клуб «Виват», например, благодаря которому сегодня вообще проходит бал. И на этом балу танцуют классические танцы.
Поэтому, я думаю, мероприятие должно пройти очень хорошо, и будем надеяться, что оно станет традицией. Идея уже давно зрела, тем более давно такого праздника у нас не было. Чувствую себя очень комфортно, очень интересно и занимательно. Наряд дали знакомые. Очень красиво, очень удобно и очень так интересно. Все пришедшие на творческий вечер в Центральную библиотеку могли культурно преобразиться и по-новому взглянуть на себя, ненавязчиво научиться высоким манерам, этикету и послушать музыку в живом исполнении. Бал имеет свои правила поведения, что делает его величественным и роскошным. Чтобы сохранить изысканность и привлекательность, принято приходить на бал парадно одетыми. Кавалеры во фраках, смокингах или костюмах. Дамы и девушки одевались в платье соответственно моде. Как правило, наряд шился на один бал и лишь в крайних случаях использовался дважды. Важной составляющей дамского бального костюма являлся веер, служивший не только для создания свежего дуновения, сколько в качестве языка общения. Я начала ходить в танцевально-спортивный клуб «Виват» в прошлом году. То есть вот где-то уже год я хожу. Стараюсь вести активный образ жизни, участвовать в мероприятиях. И вот этот танцевально-спортивный клуб устроил этот замечательный бал на базе Центральной библиотеки. И, конечно же, я как участник этого клуба решила принять участие в этом мероприятии. Потому что, да, стараюсь все интересные мероприятия в городе не пропускать, на них присутствовать, участвовать. Вот. Образ соответствует, я думаю, теме бала, что-то такое сказочное, волшебное, красивое. Вот. Так что да, старались, готовились, и сегодня, думаю, все пройдет хорошо, красиво, всем понравится. Я пришла на данное мероприятие, чтобы посмотреть на свою подругу, как она будет выступать, поддержать, так сказать, ее. Ну, образ сама подбирала, думаю, тоже он соответствует мероприятию. Я тоже люблю посещать данные мероприятия, тем более сама немного танцевала в этом коллективе, и очень приятно посмотреть на людей, с которыми занималась. Зрителей и участников литературно-музыкального салона ожидала насыщенная культурно-развлекательная программа с тематическими играми и розыгрышами призов, мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству и бальным танцам. Руководитель с членами танцевально-спортивного клуба «Виват» дали несколько уроков людям, которые никогда не занимались хореографией, но имеют желание танцевать, изменить свою жизнь, украсив ее творчеством. Бал – это прежде всего место встречи и общения людей. Это культурные манеры и танцы для души. На таких мероприятиях каждый участник может примерить на себя образ любимого героя из книги или фильма. Каждый год под Новый год начинается время волшебства, поэтому в нашем городе тоже как раз очень много мероприятий, предновогодних мероприятий, которые посвящены именно творчеству наших интинцев. Только была на закрытии выставки конкурса «Мастер года». Благодарила всех наших талантливых мастеров города. Было так приятно. И сейчас бал, первый бал в нашей Инте. Также собрались самые талантливые, добрые люди, которые любят наш город. Несколько часов в Центральной библиотеке царила сказочная атмосфера. Бал – это красивый праздник. Ему присущи особый шарм, торжественность и элегантность.
Интинцы надеются, что проведение подобного мероприятия с танцами, музицированием, рукоделием в Центральной библиотеке станет доброй традицией, и бал будет открывать собой череду всех предновогодних событий. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.